Погрузимся в философию, которой 1000 лет. Она– ключ к пониманию современной борьбы. Древний текст стал основой современной уйгурской идентичности. Но какая мудрость в нем скрыта? Это Кутадгу-Билик, ему больше 1000 лет. Название переводится как «знание, дарующее счастье». И что интересно, тут главное мудрость, а не просто знание. По сути, это инструкция по созданию этичного государства. Для тюркских народов это настоящий культурный стержень, что-то вроде конституции Сётоку для японцев. Текст, который мы знаем сегодня, был тщательно собран по кусочкам из уцелевших древних документов. Его составили из 3 ключевых манускриптов. Их нашли в Центральной Азии и даже в Египте. И вот одна из самых сильных идей. В уйгурском языке слова «государство» и «счастье» — это одно и то же слово. Так вот, согласно этой философии, единственная цель власти — это счастье людей. Все просто. А это блестяще иллюстрирует другой принцип — абсолютное верховенство закона, а не воля правителей. Текст удивительно опередил свое время. Он, по сути, говорит о равенстве людей и отрицает рабство. Здесь даже есть аргументы против мести. Считается, что такие чувства мешают счастью и справедливости. Еще одна мысль. Люди не рождаются добрыми или злыми. Человеком становится только через обучение в обществе. Сейчас некоторые утверждают, что на эту философию повлияла китайская мысль, конфуцианство или даосизм. Но научный анализ это опровергает. В тексте нет никаких следов китайского философского влияния. Так в чем же дело? Интеллектуальные корни текста ведут к греческой философии через великих исламских ученых. Более того, современные китайские переводы обвиняют в намеренном искажении слов, чтобы создать эту несуществующую связь. Давайте посмотрим, как все это развивалось от XI века и до наших дней, как опора идентичности. Это ведь не просто исторический документ. Его этика и сегодня влияет на культуру и воспитание, придавая стойкости. Для многих уйгуров эта мудрость — источник гордости и исторической памяти перед лицом культурного стирания. И это подводит нас к финальному вопросу, как древняя философия может стать главным инструментом выживания народа. Мудрость счастья. Звучит красиво, правда? Но что, если за этим названием стоит текст, которому почти 1000 лет и который до сих пор определяет целый народ? Сегодня мы попробуем раскрыть тайны именно такого текста и его удивительной силы. Вот в этом-то и главный вопрос. Как так получается, что книга, написанная на минуточку в XI веке, может быть ключом к пониманию целого народа сегодня? Давайте разбираться, как мудрость прошлого формирует наше будущее. И эта книга «Кутадгу-Билик». Название, кстати, переводится как «знание, дарующее счастье». И, знаете, это не просто какая-то красивая фраза. Нет, это, по сути, вся философия этой книги в 2 словах. Именно ее мы сегодня и будем раскрывать. Итак, наш первый шаг — это путешествие в прошлое. Давайте перенесемся почти на 1000 лет назад, чтобы понять, как же вообще появилась эта удивительная рукопись. Просто представьте себе, 1069 год. Это же эпоха крестовых походов, время становления великих империй. Совершенно другой мир, который нам сегодня даже сложно вообразить. И вот именно тогда, в то самое время, и появляется эта книга. И вот что поразительно. У нас ведь нет какого-то одного цельного оригинала. Все, что известно об этой книге сегодня, это результат кропотливой работы по сопоставлению 3 разных рукописей. Причем найдены они были в совершенно разных частях света. Одна в Ферганской долине, другая аж в Карире. Это же о многом говорит, правда? О том, как далеко разошлись идеи этой книги. Ну а самой полной считается именно ферганская рукопись. Но не стоит думать, что это просто какой-то пыльный манускрипт из архива. Вовсе нет. Для современных уйгуров эта книга — это, можно сказать, духовный компас. Самая настоящая основа их идентичности и культуры. То есть это живая история, а не просто музейный экспонат. Так в чем же ее секрет? Что такого особенного в этой книге? Давайте заглянем, так сказать, под обложку и посмотрим на ее ключевые идеи. Идеи, которые оказались настолько мощными, что прошли проверку временем в целое тысячелетие. Самое главное, что нужно понять, это концепция кут. Смотрите, в древнетюркском языке это одно слово означало сразу 2 вещи, которые мы привыкли разделять — государство и счастье. А вот для авторов Кутадгу-Билик эти 2 понятия были просто-напросто неразделимы.
И, по сути, вся книга говорит об одной, но абсолютно революционной для своего времени идее. Цель государства — это не власть ради власти, не бесконечное завоевание, а счастье его народа. То есть государство обязано делать общество счастливым. Только вдумайтесь, как это звучало в XI веке. Идем дальше. Вот еще одна просто поразительная для того времени мысль верховенства права. То есть закон превыше всего. Не воля какого-то конкретного правителя, а именно закон. И даже самый всемогущий правитель обязан ему подчиняться. Но это же полная противоположность абсолютизму, который был нормой практически везде в ту эпоху. Хорошо. А что насчет самой природы человека? Книга говорит, что никто не рождается изначально хорошим или плохим. По-настоящему людьми, мудрыми и добродетельными мы становимся только благодаря одному — знаниям. Через обучение. Чтобы по-настоящему оценить, насколько это было прогрессивно, давайте просто сравним. Вот, например, Аристотель. Он считал рабство чем-то естественным. А Кутат-Губилик, который появился на 1500 лет позже, в корне фундаментально отвергает саму идею рабства, то есть он утверждает равенство всех людей. Возникает логичный вопрос. А откуда вообще взялись все эти, на удивление, современные идеи? Давайте попробуем проследить, на каком таком интеллектуальном перекрестке родилась эта книга. И здесь прослеживается довольно четкая линия. Смотрите, сначала была греческая философия, Платон, Аристотель, потом их идеи переосмыслил великий исламский ученый Аль-Фараби, а уже затем эта мысль легла в основу Кутат-Губилик, где получила совершенно новое уникальное звучание в уйгурском контексте. И в итоге получился такой, знаете, уникальный интеллектуальный коктейль, настоящий сплав. Здесь и греческая мысль, и исламская философия, и, что крайне важно, доисламские, буддистские традиции самих уйгуров. Это же, по сути, мост между великими культурами и эпохами. И вот что любопытно. При всем этом многообразии влияний в книге практически нет следов китайской философии, ни конфуцианства, ни даосизма. И это как бы подчеркивает ее совершенно особый уникальный путь развития, путь, который был связан с греческой мыслью, исламским миром и буддизмом. Хорошо, все это, конечно, было 1000 лет назад. Но главный это вопрос, почему эта книга так важна именно сегодня, в наше время? Дело в том, что для современных уйгуров эта книга — это не просто текст, это живой символ. Во-первых, это доказательство их собственной самобытной культуры и философии. Во-вторых, это своего рода ответ в затянувшихся исторических спорах. Это также модель справедливого государства, некий идеал. И, конечно же, это огромный источник национальной гордости и стойкости. Это та самая живая философия, которую и сегодня преподают в школах. Так что, получается, эта книга совсем не реликвия. Это скорее компас. Компас, который и по сей день указывает путь. Он формирует мировоззрение, определяет устремления целого народа, и, что самое главное, он связывает их тысячелетнюю историю с их будущим. И вся эта история, конечно, заставляет задуматься, какие еще древние идеи, может быть, не так очевидно, но все же продолжают формировать тот мир, в котором мы живем. На этом сегодня все. Спасибо. Но если так задуматься на секунду, какой вообще может быть политический манифест, написанный в 1069 году? Скорее всего, что-то про власть королей, завоевание, сбор налогов, что-то в таком духе. Вот именно. А теперь надо просто попытаться осознать текст, который утверждает, что единственная цель существования абсолютно любого государства — это исключительно счастье его граждан. Звучит как, знаешь, эпоха просвещения во Франции, а не XI век. Да, абсолютная утопия для того времени. Но этот монументальный труд, который называется «Знание, приносящее счастье», был создан в Центральной Азии. И сегодня этот тысячелетний манускрипт внезапно оказался прямо в эпицентре, настоящей ожесточенной идеологической и геополитической борьбы. И именно этому тексту, его, не побоюсь этого слова, поразительной философии, посвящено наше сегодняшнее глубокое погружение. Мы будем разбирать, как такие древние идеи формируют современную реальность. Верно. И фундаментом для этого нашего разбора сегодня служит очень подробная стенограмма одной японской аналитической передачи на YouTube.
Да, там эксперты детально разбирают не просто какой-то исторический артефакт, который пылится в музее. Речь идет о концепции, служащей сегодня духовной основой, как бы это сказать, основой государственности и самоидентификации всего уйгурского народа. То есть это вообще не мертвая история. Абсолютно нет. Это сугубо активный политический инструмент прямо сейчас. И тут, мне кажется, необходимо сразу обозначить одну очень важную границу для нашего разбора. Да, конечно, давай уточним. Исходные материалы, вот эта самая японская передача, с которой мы работаем, содержит крайне острую политическую критику в адрес Коммунистической партии Китая. Угу. И там идет открытое обсуждение современного уйгурского движения за независимость. Так вот, наша цель сегодня не выносить какие-то вердикты. Мы не занимаем ничью сторону в этом текущем геополитическом конфликте. 100%. Наша задача состоит исключительно в том, чтобы беспристрастно препарировать сами идеи. Понять, как эти философские концепции устроены изнутри. Именно так. Мы просто передаем те аргументы и смыслы, которые представлены теми спикерами в источнике. Ни больше, ни меньше. И чтобы вообще понять механику этих идей, я думаю, нам нужно сначала взглянуть на то, как физически этот текст дошел до наших дней. Потому что это отдельный детектив. О, да, я читала об этом. Там же нет какой-то одной оригинальной книги, верно? Вообще нет. Единого изначального тома знания, приносящего счастье, просто не существует в природе. То, что мы сегодня имеем, это результат колоссальной интеллектуальной реконструкции. Как сборка пазла? Да. Причем пазла, который базируется на 3 совершенно разных манускриптах, буквально разбросанных по всему миру. Вот первый — это ферганский манускрипт. Ага, он вроде был обнаружен в Узбекистане? Точно. Он считается наиболее полным, и записан он чагатайско-уйгурским письмом. А вот второй манускрипт — древнеуйгурский, и там все написано шрифтом, который сегодня является практически мертвым. Мертвым, в смысле, его вообще никто не может прочесть? Ну, его могут расшифровать буквально единицы специалистов во всем мире. Ничего себе. А третий манускрипт, если я правильно помню, каирский. Он был найден в библиотеке Аль-Азхар в Египте. Да-да. И записан он вообще арабской вязью. Слушай, если вдуматься, это похоже на какую-то попытку реверс-инженерного сложнейшего софта. Как будто исходный код разделили на 3 части и переписали на 3 давно устаревших языках программирования. Отличная аналогия. И эти серверы с кодом физически спрятали в разных концах континента, от Каира до Центральной Азии. Как вообще это все свели воедино? Это потребовало десятилетий тяжелейшей работы. Центральную роль там сыграл турецкий профессор Рахмети Арат. Он получил фундаментальное образование в Германии, потом работал в Стамбульском университете. И он взял на себя эту задачу. Да, ему пришлось синхронизировать все эти 3 лингвистические вселенные. Ему нужно было не просто слова переводить, понимаешь? Ну да, философские термины — это же не просто бытовой язык. Вот именно. Ему надо было сопоставить термины из арабской вязи, древнеуйгурского алфавита и чагатайского письма. И все это, чтобы восстановить оригинальную мысль XI века. Потрясающе! И когда этот единый текст наконец-то начал вырисовываться, исследователи обнаружили там совершенно поразительный интеллектуальный пласт, так? Да. Обнаружилось мощнейшее влияние древнегреческой философии. Сократ, Платон, Аристотель. Их идеи каким-то образом оказались встроены в политическую теорию Центральной Азии 1069 года. Вот тут у любого возникнет логичный вопрос. Каков механизм этой передачи? Ну да, расстояние-то огромное. Да. Где античные Афины, а где караханитское государство XI века? Как это работало? А этот мост был выстроен благодаря Золотому веку ислама. Античная мысль ведь никуда не испарилась после падения Рима. Она сохранилась в переводах. Да, она была переведена, осмыслена и, главное, расширена такими интеллектуальными гигантами, как Аль-Фарабий. И уже его труды активно циркулировали по всему Шелковому пути. То есть греческая логика органично вплелась в уйгурскую традицию. Именно так. Более того, в анализируемой нами передаче приводится очень смелая лингвистическая теория. Там говорится, что само слово «уйгур» может иметь греческие корни. Ого! Даже так? Звучит довольно радикально.
Да, и исторические записи показывают, что уйгурские мыслители уже в 15 веке на полном серьезе описывали, как их предки целенаправленно отправлялись в Грецию Зачем? учиться. Именно. Их целью было изучение искусства построения идеального государства напрямую у трудов Платона и Сократа. Выходит, античная философия воспринималась там не как какой-то, импортный или чужой товар. Это был базовый строительный материал для их собственной политической архитектуры? Абсолютно верно. И это как раз подводит нас к самой центральной доктрине текста «знание, приносящее счастье». К той самой радикальной идее про государство? Да, радикальность в том, как книга трактует само предназначение власти. Там происходит глубокий лингвистический и концептуальный синтез. Если я правильно поняла из источника, слова «государство» и «счастье» в древнеуйгурском языке в этом тексте выступают как смысловые синонимы. Да, они синонимичны. И это меняет всю механику социальных отношений. Ну да, потому что в большинстве древних систем государство — это инструмент принуждения или защиты от врагов. И легитимность правителя обычно опиралась на божественное право, или просто на грубую военную силу. У кого армия больше, тот и прав. А этот текст XI века просто ломает эту парадигму. Он заявляет, что государство — это искусственно созданные людьми сообщества, и его функциональная задача — это исключительно генерация счастья и безопасности для каждого. Угу. Но, слушай, тут нужно остановиться и критически оценить контекст. 1069 год. Время было жесткое, да. Не то слово. Это время крестовых походов, нашествий сельджуков, кровавых войн. Правителям нужны были налоги и лояльность. И рекруты для армий. Да. И вот мысли о том, что какой-то хан или эмир вдруг начинает воспринимать себя как, менеджера по счастью для простых земледельцев, это звучит невероятно оторванным от реальности. Как это могло выжить в таких суровых условиях? А вот тут самое интересное, суровость условий как раз и породила эту концепцию. Это был механизм выживания. В смысле? Мыслители того времени прекрасно видели, к чему приводит абсолютная тирания. Она ведет к восстаниям, экономическому коллапсу, и в итоге государство поглощают более сильные соседи. То есть концепция государства равно счастье была не просто какой-то утопичной мечтой. Нет, это была сугубо прагматичная формула стабильности. Человек не способен достичь благополучия в изоляции. Ему нужен социум. Но чтобы этот социум не стал тюрьмой, государство обязано поддерживать верховенство права. Именно. Законы не должны спускаться сверху, как воля диктатора. Они должны формироваться через консенсус и дискуссию. И если правитель перестает обеспечивать это счастье, он просто теряет легитимность. Иными словами, это такой очень ранний вариант общественного договора. Да, предвосхитивший европейский на много веков. И при этом договор был настолько прогрессивным, что авторы трактата начали открыто полемизировать со своими же греческими кумирами. О да, они брали идеи Платона и Аристотеля, пропускали их через свою оптику и смело отбрасывали то, что считали неприемлемым. Например, Платона. Он же предлагал глубоко элитарную модель. Да, в идеальном государстве Платона править должна была замкнутая каста философов. У них была как бы монополия на истину. А уйгурский текст это жестко критикует, верно? Настаивая на том, что знание и участие в управлении – это право и обязанность всего общества. Да, не только избранной группы. Но еще более сильному удару там подвергается Аристотель. С его концепцией естественного рабства. Угу. Аристотель утверждал, что некоторые люди от природы рождены быть подчиненными. И это для XI века, когда институт рабства был вообще абсолютной экономической нормой. Проиграл войну – все, твой народ становится товаром. А эта книга выступает категорически против рабства и против концепции этнического превосходства одних племен над другими. То есть она вводит универсальные критерии ценности человеческой жизни. Это потрясающе. Но есть там еще один сложный элемент, кажется, самый парадоксальный, который разбирают спикеры в источнике. Ты имеешь в виду запрет на месть? Да, абсолютный запрет на месть. Философия текста там бескомпромиссная. Человек не имеет права поддаваться ненависти. И вот тут теория действительно сталкивается с жестокой практикой.
Да, эксперты в японском видео проводят прямую параллель с современностью. Они говорят о давлении, которому сегодня подвергается уйгурское население со стороны китайского правительства. Мгм. И в таких условиях, когда идентичность у людей стирается, желание отомстить или ответить насилием на насилие кажется базовой биологической реакцией, разве нет? Кажется. Но логика трактата тысячелетней давности объясняет, почему эта биологическая реакция разрушительна. Запрет на ненависть там — это не абстрактный пацифизм. А что это? Это системный предохранитель. Смотри, если цель государства — это счастье, то ненависть запускает цепную реакцию, которая демонтирует фундамент общества. То есть жизнь во власти ненависти делает невозможным рациональное мышление. Именно. Она отбрасывает человека от его главной цели. Отвечая террором на террор, сообщество уничтожает собственное счастье, а значит, уничтожает само государство. Это требует невероятной дисциплины ума. И тут возникает мысль. Если человек не рождается с естественной жаждой мести, если он не рожден ни рабом, ни элитой, Так. каким он вообще приходит в этот мир согласно этой философии? Мы подходим к вопросу о природе человека. И именно здесь, как я поняла из стенограммы, древняя мысль превращается в инструмент информационной войны. Да. Трактат предлагает концепцию чистого листа, табула раса. Человек рождается пустым сосудом. Без встроенной морали, Ни хорошим, ни плохим, без знаний и без социального инстинкта. Только через обучение и взаимодействие в обществе он трансформируется в настоящую личность. и из этого делается радикальный вывод, да? Самым большим злом признается невежество. Да, невежество активно мешает сосуду наполниться, оно блокирует путь к человечности и, следовательно, к счастью. И вот вопрос о том, кому принадлежат эти идеи о чистом листе, сегодня вызывает яростное интеллектуальное столкновение. О да. Японская передача очень детально это анализирует. Китайские государственные исследователи сейчас предпринимают масштабные попытки переосмыслить этот текст. Вписать его в рамки конфуцианства? Конфуцианства или даосизма. Они пытаются доказать, что знание, приносящее счастье, это просто такое региональное ответвление единой китайской философской традиции. Но японские спикеры и исследователи уйгурского происхождения вскрывают эту механику и показывают ее несостоятельность. Там же фундаментальные различия. Абсолютно. Вот возьмем конфуцианство. Там есть базовая максима. Пусть народ подчиняется, но не знает. Да, строгая иерархия. Верхушка решает, массы беспрекословно следуют. А теперь сопоставь это с уйгурским трактатом. Но это же напрямую взламывает главный код текста. Если невежество — это главное зло, а счастье достигается только через знание, то конфуцианская максима о слепом подчинении это буквально инструкция по уничтожению идеального государства. Вот именно. Несовместимость на базовом уровне. И с даосизмом то же самое. Даосизм же предлагает отстранение от общества, уход от суеты. Да, минимизация вмешательства в ход вещей. А трактат проповедует прямо противоположное. Человек не может найти счастье в лесу в одиночку. Только активное вовлечение в дела социума делает жизнь осмысленной. Слушай, спикеры в источнике указывают, что китайские переводы манускрипта часто содержат преднамеренные искажения терминов, просто чтобы подогнать текст под концепцию монолитной китайской нации. Да, они сглаживают эти противоречия в переводах. Но если исключить Китай и признать лишь частичное влияние Греции, какова истинная корневая система этого текста? Откуда растут эти идеи о просветлении через знания? Источник указывает на доисламский субстрат, на многовековое буддийское наследие самих уйгуров. Да, книга написана в XI веке, когда ислам уже доминировал, но ее архитектура связана с древними буддийскими текстами. Например, упоминается Майтри-Семит. Верно. Идея о том, что разум нужно тренировать, очищать от невежества, искать баланс — это отголоски буддийского понимания просветления, просто переведенное на язык политической теории. И это доказывает наличие абсолютно самостоятельной, сложной интеллектуальной экосистемы в Центральной Азии. Да. Знаешь, за этим потрясающе наблюдать. Исторические корни сплетаются в идеологическое оружие прямо на наших глазах. Эта битва за прошлое имеет прямые последствия сейчас. Для современных уйгуров этот текст вообще не просто академический интерес. Это руководство к действию. Чертеж для сопротивления. Спикеры называют эти идеи духовным ДНК.
И мы видим, как теория XI века эволюционировала в проекты движения за независимость Восточного Туркестана. В стенограмме приводится глубокий сравнительный анализ двух исторических трудов XX века, чтобы показать эту преемственность. С одной стороны, есть книга Тургуна Алмаса «Уйгуры». Это же фундаментальное исследование, которое обрывается на событиях 1200 года. И не из-за недостатка материала. Да, китайская цензура жестко заблокировала дальнейшие исследования. Ему запретили описывать историю после XIII века. Чтобы не давать историческое обоснование современным претензиям на автономию. Именно так. А с другой стороны, есть работа Мухаммада Амина Бугры «История Восточного Туркестана». Он был ученым, поэтом и практиком, одним из создателей Исламской республики Восточный Туркестан в 30-х годах. И он включил в свою книгу теорию революции «Пошаговое руководство». Да, и аналитики считают его прямым наследником авторов знания, приносящего счастье. Он взял древний постулат «государство обязано обеспечивать счастье» и сделал логический вывод. Если текущее государство приносит только угнетение, значит создание нового государства является моральным долгом. Да, текст 1669 года работает как юридическое обоснование права на восстание. И эта теоретическая борьба материализуется в конкретных людях. Японская передача была приурочена к реальному политическому мероприятию 29 сентября в токийском Сейрё Кайкан. Там должно было состояться выступление президента Всемирного уйгурского конгресса Долкуна Исы. Но настоящим ядром этого мероприятия стала история женщины, прошедшей через систему современных китайских лагерей перевоспитания. Описание ее опыта – это просто вскрывает чудовищный механизм ассимиляции. Да, внутри системы лагерей эту женщину принуждали преподавать китайский язык. И самое страшное – преподавать не молодое, а пожилым уйгурам, жителям отдаленных деревень, которые всю жизнь говорили только на родном языке. Спикеры анализируют это как форму изощренной психологической и духовной пытки, направленной на демонтаж личности. И здесь круг замыкается просто самым трагичным образом. Мы начали с философии, где человек — это пустой сосуд, приобретение знаний делает его способным к счастью. Знание — это ключ к освобождению. Да. А в реальности лагерей сам процесс обучения, вот это принудительное вливание чужого языка в сознание пожилых людей используется как инструмент уничтожения идентичности. Знание превращено в оружие стирания. Это демонстрирует абсолютную уязвимость культуры перед государственной машиной. Для спикеров отдать этот текст на откуп чужим интерпретациям значит потерять ключ к собственной цивилизации. Значит, согласиться, что у них никогда не было своего понимания правосудия и государства. Подводя итоги, мы проследили поразительную траекторию. Да, от античных философов и буддийских текстов, зашифрованных в мертвых языках, До радикальной механики общества, где власть легитимна только если генерирует счастье. И главный вывод – идеи обладают колоссальной выживаемостью. Древний трактат может стать топливом для политического сопротивления в 21 веке. И это подталкивает к неожиданной мысли. Сегодня мы обсуждали книгу XI века, которая используется для доказательства права народа на существование. Возникает закономерный вопрос. Какой? Какие из информационных следов или цифровых архивов, которые мы генерируем прямо сейчас, будут извлечены из небытия через 1000 лет? Какие фрагменты нашей реальности потомки в 3026 году будут использовать, чтобы доказать свое право на жизнь и свободу? Интересно задуматься. Это заставляет внимательно относиться к тому смысловому коду, который мы закладываем в фундамент общества сегодня. На этой ноте мы завершаем наше погружение. Спасибо, что исследовали эти сложнейшие интеллектуальные лабиринты вместе с нами. Продолжайте задавать вопросы и до новых встреч в наших следующих разборах. Сегодня на разборе глубокий текст об уйгурской философии на базе трактата XI века «Знание, приносящее счастье» и его влияние на современное движение за независимость. Перейдем прямо к делу. Структурный переход от академического анализа древних текстов к современному политическому активизму выглядит слишком резким и нарушает общую целостность повествования. Да, слушай, это первое, за что вообще цепляется глаз. Я читала этот материал, и мы погружаемся в такую очень тонкую материю. Угу.
Автор там блестяще разбирает влияние античной мысли, вот эти платоновские, аристотелийские идеи на средневековый тюркский текст. Ты как читатель настраиваешься на неспешный, глубокий академический лад. Точно. И вдруг, просто без какой-либо подготовки, текст буквально перепрыгивает в современность. Появляется абзац про современное движение Восточного Туркестана, и сразу же бац, анонс конкретного правозащитного мероприятия 29 сентября. Да, и это выглядит, как бы сказать, чужеродно. Знаешь, это ощущается так, словно ты сидишь в кинотеатре, смотришь вдумчивую историческую драму, и вдруг посреди сцены фильм прерывается экстренным выпуском новостей. 100%. Проблема этого резкого перехода, или точнее, его полного отсутствия, в том, что аудитория просто выпадает из контекста. Читатель теряет тот самый философский фокус, который автор так старательно выстраивал на предыдущих страницах. Да-да-да. Возникает чувство, что перед нами два совершенно разных текста, которые просто искусственно сшили вместе. Сейчас это похоже на мост, опоры которого стоят на разных берегах. Хорошая метафора. Древняя философия на одном, современный активизм на другом, но между ними вообще нет пролета. И вот как автору выстроить этот пролет так, чтобы анонс мероприятия не звучал как простая рекламная вставка в конце научной лекции? Ну, смотри, слабость здесь ведь не в самих фактах, а исключительно в механике повествования. Автор пытается соединить тысячелетнюю историю, но делает это простым сопоставлением. Как нам решить эту проблему? Я бы предложил использовать фундаментальный тезис самого трактата в качестве несущего структурного стержня. Ты имеешь в виду концепцию государства? Именно. Концепцию о том, что государство равно счастье. Этот стержень должен бесшовно соединить исторический анализ с современными событиями. Окей, давай разберем, как это реализовать на практике. Моя первая мысль, как редактора, может быть, автору просто нужен хронологический мостик. Скажем, написать пару абзацев о том, что происходило там с 12 по 20 век. Нет. Чтобы плавно подвести нас к сегодняшнему дню. Ни в коем случае нет. Если автор пойдет по пути хронологии, текст просто раздуется до размеров учебника истории. Да, логично. И он потеряет свою аналитическую остроту. Решение должно быть не историческим, а концептуальным. В древнеуйгурском языке, как указывает сам автор, слова «государство» и «счастье» фактически слиты воедино. Современность должна вытекать из древности неизбежно и логично. Угу. Вместо того, чтобы вводить современное политическое движение просто как реакцию на текущие репрессии, автору нужно представить его как прямое практическое применение этой философии XI века. То есть мы меняем саму оптику. Мы говорим читателю, мол, смотрите, эти современные активисты не просто ищут политическую автономию, они находятся в непрерывном поиске того самого государства счастья. Да. Без которого, согласно трактату, человек просто не может состояться как личность. Абсолютно верно. Читатель должен увидеть, что люди сегодня руководствуются тем же самым философским компасом, что и Юсуф Баласагуни 1000 лет назад. Государство для них — это не просто аппарат принуждения или территория. Угу. Это необходимое условие для реализации человеческого потенциала. И как только автор пропишет эту мысль, переход перестанет казаться резким. Хорошо, с движением в целом понятно. Но слушай, как быть с анонсом конкретного мероприятия? Автор же упоминает, что 29 сентября состоится выступление бывшей узницы лагерей. Как вписать эту сугубо организационную, новостную деталь в философское эссе? Да, это сложный момент. Просто чтобы оно не звучало как, знаешь, такая рекламная пауза. Это решается через связывание конкретного факта с конкретным постулатом. В анализируемом тексте есть потрясающая цитата «Невежество – это самое жестокое явление». Ага, помню. Сейчас автор просто дает анонс свидетельств узницы. Но представь, если мы свяжем это с трактатом напрямую. Покажите принуждение к обучению китайскому языку и стиранию идентичности в современных лагерях не просто как, стандартное нарушение прав человека. А как что? Покажите это как живую, чудовищную иллюстрацию подавления человеческой природы, о которой предупреждал трактат тысячелетия назад. Ого! Я понимаю механику. Выступление узницы перестает быть просто свидетельством жертвы для пресс-релиза. Да. Оно становится кульминацией философского аргумента. Мы показываем, как это тысячелетнее предупреждение о жестокости невежества разворачивается в реальном времени, прямо сейчас. Именно так.
Это делает структуру текста монолитной, то есть конец напрямую отвечает на вопросы, которые были заданы в начале. И это выводит нас на следующий уровень анализа. Когда текст обретает внутреннюю структурную целостность, нам нужно посмотреть, как он позиционирует себя вовне. Угу. Полемика с китайскими исследователями об истоках трактата звучит излишне оборонительно, что парадоксальным образом смещает фокус с оригинальности самой уйгурской мысли. О, да, я тоже это заметила. В материале есть обширный блок, где автор очень решительно отвергает влияние конфуцианства и даосизма на древнюю уйгурскую философию. Верно. И читая этот раздел, я прямо чувствую сильное эмоциональное напряжение. Автор тратит колоссальное количество энергии на критику существующих переводов, прямо обвиняет исследователей в намеренном искажении фактов. И в этом заключается критическая слабость данного раздела. Я совершенно не сомневаюсь в исторической обоснованности этих претензий, ни на секунду. Ну да, контекст мы понимаем. Однако, с точки зрения писательского мастерства и читательского восприятия, прямой эмоциональный конфликт с оппонентами делает тон текста защитным. Угу. Когда вы постоянно защищаетесь и пишете типа «исследователь Х не прав, это намеренная ложь», вы делаете исследователя Х главным субъектом вашего предложения. Да-да, это классика. Сама уйгурская философия в этот момент выглядит так, будто она лишь обороняется от чужого доминирующего нарратива. Она перестает быть монументальной и самодостаточной. Знаешь, я часто замечаю этот эффект в текстах. Когда мы слишком долго говорим о том, чем вещь не является, у нас остается меньше времени на то, чтобы показать, чем она является. Именно. Мы отдаем интеллектуальную власть оппоненту. Но тут я хочу немного поспорить, встать на сторону автора. Давай. Мы ведь говорим не о честной академической дискуссии в каком-то вакууме. Мы говорим о ситуации полного отсутствия академической свободы у тех самых исследователей и о целенаправленном культурном присвоении. Разве автор не обязан прямо адресовать эти искажения? Обязан, конечно. Нельзя же просто делать вид, что этих фальсифицированных переводов не существует. Игнорировать их нельзя, я согласен. Но вопрос кроется в методе. Мое предложение по улучшению состоит в том, чтобы трансформировать эти оборонительные опровержения в уверенный, объективный, сравнительный анализ. То есть убрать эмоции? Да, автору нужно доказать идеологическую независимость уйгурской мысли через сами тексты и концепции, а не через обвинения конкретных оппонентов. Знаешь, объективное сопоставление всегда бьет сильнее, чем эмоциональная защита. Угу. Нужно просто позволить концепциям уничтожить аргументы оппонентов. Это звучит как принцип «показывай, а не рассказывай». Давай разберем это на конкретных примерах из текста. Начнем с даосизма. Как автору переписать этот кусок, чтобы уйти от оборонительной позиции? Сейчас автор пишет примерно следующее. Даосизм не оказал никакого влияния, и любые утверждения об обратном – это политически мотивированное искажение. Ну да, звучит как манифест. Вместо этого я предлагаю противопоставить сами идеи напрямую. Возьмем концепцию даосизма. В ее основе лежит идея отстранения от искусственности общества. Уход в природу, вот это все. Да, принцип увей или недеяние ради достижения внутренней гармонии, ради красоты духа. А теперь посмотрим на главный постулат уйгурского трактата. И что там? Человек становится человеком только через непрерывное обучение, социализацию и активное взаимодействие внутри общества. То есть они вообще находятся на противоположных полюсах. Даосизм говорит, мол, уйди из общества, чтобы спасти себя, Так? а знание, приносящее счастье, говорит, иди в общество, потому что вне его тебя не существует. Именно. Если автор просто положит две эти парадигмы рядом и подробно распишет их фундаментальную несовместимость, читатель сам сделает вывод, что искать истоки уйгурского трактата в даосизме – это интеллектуальный абсурд. Ага. Автору даже не придется использовать слова вроде «ложь» или «искажение», текст сделает всю работу. Это гениально в своей простоте. И это возвращает достоинство самому источнику. Слушай, а как быть с конфуцианством? Оно тоже там активно упоминается, как якобы повлиявшее на трактат учение. С конфуцианством работает тот же самый аналитический подход. Контрастируйте их базовые подходы к социуму. Конфуцианство, как справедливо отмечает автор, глубоко иерархично. Да. В его основе лежит принцип «ветер дует, трава клонится». То есть народ должен слепо следовать за правителем, а не знать причины решений. Классическая иерархия. Теперь берем уйгурский трактат.
Текст XI века категорически отвергает рабство и настаивает на эгалитаризме. Он требует активного участия каждого члена общины. Угу. Противопоставляя эту строгую иерархию конфуцианства и радикальный для того времени эгалитаризм уйгурского подхода, автор интеллектуально доказывает разницу школ без необходимости переходить на личности переводчиков. Это блестящий подход. Мы забираем дискуссию из плоскости современных политических обид и переносим ее в пространство чистой философии. И там уйгурская мысль предстает как мощный, самодостаточный игрок. Точно. И, знаешь, это уверенное утверждение собственной идентичности идеально подводит нас к самому, на мой взгляд, поразительному аспекту трактата. Отказ от логики мести в условиях текущих репрессий — это невероятно мощный философский парадокс, потенциал которого в материале раскрыт не до конца. Это, пожалуй, главная упущенная возможность всего черновика. Да. В тексте есть абзац, где автор мимоходом упоминает, что трактат строго запрещает поддаваться чувствам мести и ненависти. Автор делает короткую ремарку, что, учитывая сегодняшние действия Компартии Китая, желание отомстить было бы совершенно естественным. Угу. Все. Дальше материал просто переходит к перечислению исторических фактов о средневековых торговых путях. Слушай, когда я дошла до этого момента, я буквально замерла. Это же колоссальный экзистенциальный конфликт. И вдруг текст просто ускоряет шаг и пробегает мимо этой глубочайшей эмоциональной и интеллектуальной кульминации. Да. Читателю просто не дают времени осознать весь масштаб этого выбора, почему автор вообще так поступает. Часто исследователи, глубоко погруженные в свой материал, они воспринимают такие вещи, как данность. Для автора запрет на месть — это просто один из пунктов философского учения, который нужно упомянуть для полноты картины. Понятно. Но для внешнего читателя это взрыв мозга. Мое предложение — сделать этот исторический отказ от логики террора эмоциональным и смысловым ядром всей работы. Угу. Автору нужно намеренно замедлить темп повествования, прямо остановиться на этом моменте и глубоко исследовать внутреннее трение, которое эта философия вызывает сегодня. Давай подумаем, как это можно раскрыть. Вот как объяснить механику этого парадокса читателю, который, живет в комфортных условиях и не понимает, чего вообще стоит такой отказ. Во-первых, нужно расширить объяснение того, почему именно древний текст считает ненависть разрушительной для счастья. Нельзя просто констатировать факт типа «месть запрещена». Нужна аргументация. Нужно погрузиться в логику XI века, чтобы показать уникальность этой мысли, противопоставьте ее другим культурам того времени или античности. В тексте уже упоминается пример древнегреческих полисов. Используйте это. А как именно? Напомните читателю, что для великих греков порабощение побежденных считалось абсолютной нормой. Покажите, что уйгурская мысль уже тогда переросла эту примитивную жестокость и осознала, что насилие коррумпирует в первую очередь самого победителя. Я понимаю. То есть мы показываем, что отказ от мести — это не слабость, не какое-то вынужденное смирение, а колоссальный эволюционный шаг вперед. Это равносильно тому, чтобы найти философию радикального ненасилия, выкованную прямо в горниле войны. Прекрасная формулировка, да? Но тут я хочу задать один сложный, такой уточняющий вопрос. Давай. Нет ли риска, что слишком сильный акцент на этом древнем пацифизме выставит современное движение излишне пассивным? Ведь многие могут прочитать это так. Они не отвечают насилием просто потому, что у них нет на это ресурсов. Как автору избежать этой ловушки? Это блестящий вопрос, и именно здесь кроется следующий конкретный шаг по улучшению. Автору необходимо явно переформулировать современное мирное уйгурское сопротивление не просто как вынужденную меру. А как? Что? Как величайшую философскую победу. Покажите читателю, что отказ от террора — это осознанный выбор. Самосохранение этой гуманистической философии в условиях репрессий — это триумф над тем самым древним инстинктом жестокости, от которого предостерегает трактат. Подожди, то есть, выбирая не отвечать террором на террор, современные люди буквально воплощают свое знание, приносящее счастье, в жизнь. Именно так. Они отказываются позволить системе разрушить их человечность, потому что, согласно трактату, утрата этой человечности — это и есть истинная гибель, да. Где переосмысливает ненасилие как активный, интеллектуально превосходящий выбор. Представь, какое напряжение испытывает человек, когда его культуру пытается стереть, а его философия требует от него не поддаваться ненависти. Ого. Если автор опишет это сопротивление через призму текста XI века, это станет самым запоминающимся моментом всего материала.
Слушай, это как раз то, ради чего мы вообще читаем исторические и философские тексты. Мы хотим увидеть, как древние идеи могут служить щитом в современных реалиях. Если автор сможет поймать этот нерв, текст превратится в подлинный манифест. Абсолютно согласен. И все инструменты для этого у автора уже есть. Подводя итог нашему разбору, мы рекомендуем сфокусироваться на 3 ключевых шагах. Во-первых, используйте концепцию государства равно счастье как структурный каркас, соединяющий философию XI века с современным активизмом. Угу. Во-вторых, перейдите от оборонительной критики к уверенному сравнительному анализу при сопоставлении с соседними учениями, такими как даосизм и конфуцианство. Да. И в-третьих, позвольте парадоксу отказа от мести стать эмоциональным ядром вашей работы. Покажите это как триумф ненасилия. Точно. Мы надеемся, что эти идеи помогут сделать ваш и без того глубокий материал еще более убедительным. Ждем вашу обновленную работу на следующий разбор. Спасибо, до встречи. Добро пожаловать на программу «Диспут», нашу площадку для глубокого интеллектуального обмена. Представьте себе на секунду, что вы археолог. Вы раскапываете древний город где-то в самом сердце Центральной Азии, снимаете слой за слоем и вдруг находите совершенно невероятное здание. Звучит интригующе. И что же это за здание? Фундамент у него явно сложен из таких, массивных камней эллинистической эпохи, тех самых, на которых строили свои идеи Платон, Аристотель. Ага. А вот стены украшены очень сложными узорами исламского ренессанса. Но если вы зайдете внутрь и присмотритесь к убранству, вы заметите отчетливые, хотя и переосмысленные отголоски древних буддийских фресок. И все это выглядит как абсолютно идеальный, математически выверенный синтез прошлого. Мы ведь исследуем не просто исторические артефакты, а живые идеи, которые сформировали нашу цивилизацию. Да, и я бы добавил, что мы пытаемся понять, как именно эти идеи работали на практике. То есть не просто, как они красиво лежали в архивах, а как они применялись в реальной жизни. Именно. И сегодня в центре нашего внимания находится как раз такой археологический объект от мира политической философии. Это классический уйгурский трактат XI века, который называется «Мудрость, дарующая счастье». Он был написан в 1069 году. 1069 год. Да. И до нас дошли 3 его уникальные рукописи: ферганская, каирская и древнеуйгурская. То есть это не просто какая-то древняя книга. Это абсолютный фундамент уйгурской политической и этической мысли. Текст, который, по сути, пытался ответить на один вопрос: как построить идеальное общество. И центральный вопрос, который мы сегодня ставим на нашем диспуте, звучит так. Что на самом деле представляет собой это здание? Верно. Является ли этот колоссальный труд в первую очередь блестящим синтезом предшествующих внешних традиций, греческой, буддистской и исламской? Это, собственно, моя позиция. Я буду доказывать, что трактат — это виртуозное продолжение и такая тонкая адаптация эллинистической и ранней буддистской мысли для абсолютно новых политических реалий. А моя позиция в том, что бескомпромиссный отказ этого текста от таких фундаментальных вещей, как институт рабства и деструктивная логика мести, делает его радикально оригинальной моральной системой. То есть это самобытная философия, которая концептуально разрывает связи со своими предшественниками. Смелое заявление. Ваша метафора с архитектурой, кстати, отлично подходит для начала. Да, если смотреть снаружи, вы найдете в этом здании греческие или исламские камни. Но если вы зайдете внутрь и посмотрите на несущие конструкции, вы обнаружите, что законы физики, по которым это здание держится, совершенно иные. Те основы, на которых стояли полисы Платона и Аристотеля, здесь демонтированы до самого основания. Что ж, давайте тогда развернем эти аргументы. Моя позиция предельно ясна. Я уверена, что философия мудрости, дарующая счастье, глубоко и неразрывно укоренена в глобальном интеллектуальном наследии. Трактат же не возник в вакууме, правильно? В абсолютном вакууме ничего не возникает. Вот именно.
Например, мы видим прямые свидетельства того, что древняя уйгурская философия впитала фундаментальную концепцию Аристотеля о том, что человек — это политическое животное, то есть человек не может существовать вне государства. Кроме того, огромную роль сыграл исламский ренессанс. В частности, философ Аль-Фараби. Ага, Аль-Фараби. Да, для наших слушателей напомню, Аль-Фараби был гениальным мыслителем X века, который взял идеи Аристотеля и, адаптировал их для исламского мира. Он создал концепцию так называемого добродетельного города. И вы считаете, что уйгурский текст просто копирует эту концепцию? Я считаю, что он ее блестяще локализует. Плюс нельзя забывать про буддийское наследие. До исламизации в уйгурской культуре активно циркулировал философский текст Майтри-Семит. Это древнее буддийское сочинение о грядущем Будде Майтрея и путях избавления от страданий. Да, влияние буддизма в регионе было огромным. И величие уйгурского трактата 1069 года заключается не в том, что он изобретает велосипед. Его подлинный триумф — это грандиозная по своим масштабам интеграция. Автор взял эти разрозненные элементы мировой мудрости и, используя чагатайское письмо, синтезировал их. Это создание единого концептуального языка, эдакой, операционной системой для объединения огромного тюркского мира. Я прекрасно понимаю вашу логику непрерывности интеллектуальной истории. Как я уже сказал, никто не пишет книги в полной изоляции. Но давайте посмотрим на механику того, как именно эти идеи используются. Вы говорите, что текст ведет диалог с греческой мыслью. Ведет. Да, ведет. Но этот диалог сводится к фундаментальному отвержению самых глубоких изъянов античности. Вы упоминаете Аристотеля и его политическое животное. Но мы с вами прекрасно знаем, как именно Аристотель определял, кто именно имеет право быть этим животным. Свободные греческие мужчины. Именно. Для Аристотеля политическая жизнь жестко ограничивалась элитой. Более того, Аристотель открыто и философски оправдывал институт рабства. Он считал, что некоторые люди по своей природе рождены быть инструментами для других. Это правда. Уйгурский трактат 1069 года смотрит на это и говорит «нет». Эта система сломана. Он категорически и бескомпромиссно отвергает рабство на институциональном уровне. Он также отвергает элитаризм Платона с его идеей царей-философов, где власть принадлежит касте избранных интеллектуалов, а остальным должны просто, молчать и подчиняться. Но ведь... В мудрости, дарующей счастье, государство — это не привилегия элиты. И это не просто адаптация, это абсолютно независимый интеллектуальный прорыв, который ставит под сомнение сами основы империй прошлого. Я понимаю вашу мысль. Но давайте тогда перейдем к конкретике и посмотрим на то, как текст определяет само государство. Если для вас это радикальный разрыв с прошлым, то как вы объясните прямое лингвистическое и концептуальное отождествление понятия государства и понятия счастья в этом уйгурском трактате? Так, и в чем здесь противоречие? В том, что это же прямое развитие идей того самого Аль-Фараби, о котором мы только что говорили. Аль-Фараби заложил основу, цель объединения людей в город — это достижение высшего блага. Уйгурский текст берет концепцию правового государства и просто переносит ее на новую почву. Это классическая исламская эллинистическая мысль – закон должен стоять над правителем, чтобы обеспечить порядок и благополучие. Но смотрите, в чем тут принципиальная разница? То, что вы называете просто переносом, на самом деле радикально меняет суть. Аль-Фараби говорил о добродетельном городе, как о неком философском идеале. А мудрость, дарующая счастье, идет гораздо дальше. Если мы посмотрим на текст, мы увидим, что он устанавливает не какую-то абстрактную цель, а строгую обязанность государства. Подумайте об этом так. В древнем мире государство обычно было крепостью, чья главная задача — защищать царя и собирать налоги. Фискально-военный аппарат. Точно. А уйгурский текст переопределяет государство, делая его похожим на современную коммунальную службу. Как электросеть существует только для того, чтобы доставлять свет в каждый дом, так и государство здесь существует исключительно для того, чтобы производить и распространять счастье каждому члену сообщества. Ого, метафора с электросетью интересная, я признаю. Но как именно государство, согласно тексту, должно это счастье распределять на практике? Через совместное обсуждение законов текст полностью исключает диктатуру.
Правитель здесь не является источником закона, как это было в абсолютных монархиях того времени. Правитель сам подчинен закону, а закон рождается в процессе общественного диалога. Это жесткий правовой механизм. Он лишает элиту права на эксклюзивное владение истиной. И вот этого механизма не было у Аль-Фараби. Подождите, то есть вы хотите сказать, что в XI веке автор предлагал нечто вроде современного общественного договора Руссо и Лок в Центральной Азии? В каком-то смысле да. Я вижу здесь параллель, но мне кажется, вы придаете этому слишком современное звучание. Разве этот акцент на всеобщем законе и совместном обсуждении не является просто импортом греческой агоры, публичного пространства для дискуссий в реалиях Центральной Азии? Не согласен. Агора была только для граждан, а рабы стояли за ее пределами. Да, но греки тоже считали, что закон превосходит тиранию. Идея о том, что правитель должен руководствоваться мудростью, а не личной прихотью, пронизывает вообще всю античную философию, начиная от Сократа. Я по-прежнему не вижу здесь радикального разрыва. Я вижу блестящую, но все же локализацию классической теории управления. Локализация классической теории предполагала бы перенос не только идеалов, но и методов их защиты. И вот здесь мы подходим к механике того, как государство решает конфликты. Если государство — это машина по производству счастья, как оно справляется с тем, что это счастье разрушает? Вы имеете в виду войну? Я говорю о логике мести и войны. Давайте вспомним эллинистические полисы, которые вы приводите в пример. В Древней Греции, когда один город побеждал другой, что происходило? Победители забирали ресурсы, порабощали проигравших. Абсолютно верно. Стандартной практикой было порабощение побежденных мужчин, захват женщин, полное уничтожение культуры противника. И это считалось нормальным, естественным правом сильного. Это порождало бесконечный цикл насилия, где месть считалась делом чести. Это так. А уйгурский текст XI века делает нечто немыслимое. Он не просто говорит «давайте жить дружно». Он логически доказывает, что чувство мести и жажда возмездия фундаментально разрушительны для самого концепта общества. Трактат утверждает, если вы строите политику на возмездии, вы автоматически уничтожаете саму возможность существования государства. Это не просто моральная рекомендация, это институциональный запрет на эмоции мести. Я согласна, что критика логики мести в тексте прописана очень сильно. Но давайте будем справедливы к античности. Вы рисуете греков и римлян исключительно как каких-то кровожадных завоевателей. Их история говорит сама за себя. А как же стойки? В Древней Греции и Риме мыслители стоики уже активно развивали идеи космополитизма. Они говорили о внутреннем равенстве всех людей перед мировым разумом. Римский император Марк Аврелий писал о том, что гнев и месть разрушают душу самого мстителя. Писал, да. Поэтому отказ от рабства и критика мести в уйгурском трактате — это, безусловно, важный шаг, но это скорее институциональная эволюция тех самых идей стоицизма. Трактат просто берет эти развивающиеся гуманистические тенденции своего времени и доводит их до логического завершения. Я понимаю вашу мысль про стойков, но разница здесь просто колоссальная. Одно дело, когда философ, пусть даже император Марк Аврелий, рассуждает в своем дневнике о внутреннем равенстве душ, в то время как его легионы продолжают захватывать рабов, а экономика Рима буквально строится на рабском труде. Разница между теорией и практикой. Именно. Стоицизм был прекрасной терапией для индивидуума, но он не менял законы империи. Уйгурский текст работает совершенно иначе. Это фундаментальный политический трактат, который служил руководством для правителей. И он постулирует абсолютное равенство людей вне зависимости от этнической принадлежности, именно на уровне государственного управления. Звучит масштабно. В XI веке сказать правителю: «Ты не имеешь права мстить и не имеешь права обращать людей в рабов, потому что это разрушит твое государство», это не эволюция стоицизма. Это беспрецедентная системная инновация, которая демонтирует саму античную парадигму силы. Что ж, это сильный аргумент различия между личной философией и государственной политикой. Но, знаете, если мы говорим о системном подходе, нам нужно спуститься на самый базовый уровень. Какой же? Антропология.
Любая политическая система, будь то полис Платона или современная демократия, зиждется на том, как она понимает природу человека. И здесь мы подходим к процессу познания. Вы утверждаете, что трактат полностью оригинален, но как мы можем игнорировать явные параллели между тем, как уйгурский текст описывает развитие человека, и философскими системами, доминировавшими в том регионе? Ой, я рад, что мы перешли к природе человека. Потому что это, возможно, самая захватывающая часть текста. В «Мудрости, дарующей счастье» человек описывается как чистый лист, концепция табула раса. Угу. Никто не рождается с предустановленной моралью, никто не рождается благородным или подлым по праву крови. Люди становятся людьми исключительно через обучение и взаимодействие в обществе. Невежество здесь — это не просто недостаток образования, это самая большая политическая угроза. И как это соотносится с другими школами? Подумайте, насколько это расходится с философиями соседей. В китайском конфуцианстве, например, общество строго иерархично. Есть элита, которая управляет, и есть крестьяне. Как говорили конфуцианцы, народ должен следовать, а не знать. А с другой стороны, был даосизм, который вообще поощрял уход от общества. Мол, политика — это грязь, иди ищи гармонию в природе. И вы считаете, что уйгурский трактат разрушает обе эти парадигмы? Абсолютно. Он говорит конфуцианцам: нет, учиться должен каждый, элиты по праву рождения не существует. А даосам он говорит: нельзя прятаться в лесу, смысл жизни обретается только в активном общественном взаимодействии. Вы рождаетесь чистым листом, и ваша обязанность через образование стать полноценным гражданином. Но позвольте, идея того, что человек избавляется от невежества, чтобы стать по-настоящему пробужденным или истинным человеком, это же чистая калька с раннего буддизма. Вы так думаете? Я в этом уверена. Мы уже упоминали текст Майтри Семит, который глубоко пропитал культуру Центральной Азии. В буддизме невежество о виде — это корень всех страданий. И преодоление таких разрушительных эмоций, как месть, гнев или ненависть, достигается именно через познание и просветление. То, что вы описываете как радикально новую антропологию, концепция чистого листа, который заполняется мудростью, это прямая проекция буддийской этики. Автор трактата просто взял буддийский путь к индивидуальному просветлению и гениально перевел его на язык исламской политической мысли. Это снова тот самый мост цивилизаций. Я не спорю, что буддийские мотивы там присутствуют, я согласен. Но давайте посмотрим на механику того, как это просветление используется. Какова конечная цель познания в классическом буддизме? Прекращение личных страданий и выход из колеса сансары. Вот именно это индивидуальный процесс. Буддийский монах уходит в горы, отшельник медитирует в пещере. Ему не нужно государство, чтобы достичь нирваны. А уйгурская концепция из мудрости, дарующей счастье, берет этот инструмент познания и строго, бескомпромиссно привязывает его к социуму. Трактат «Черным по белому» утверждает, счастье возможно только внутри общины. Познание само по себе не имеет ценности, если оно не служит благу других. Если вы накопили огромную мудрость, но сидите один в пещере и не применяете эти знания для организации справедливого общества, с точки зрения автора XI века вы зря прожили жизнь. Вы не достигли цели. Это полная инверсия индивидуального духовного поиска. Философия берет человека, рожденного как чистый лист, и обязывает его строить общество, основанное на праве и равенстве. Никакого эскапизма. То есть познание становится инструментом гражданского строительства. Это действительно очень интересный поворот. Текст требует институционализации мудрости, превращения ее в закон. Но знаете, слушая вас, я ловлю себя на мысли, что мы опять сделали круг и вернулись к тому, с чего начали. К чему же? К Аристотелю. Разве утверждение о том, что человек может реализовать свою истинную природу только в рамках общества, это не классическое человек-политическое животное? Я слушаю ваши аргументы о разрыве с прошлым, но структура мышления автора остается глубоко интегрированной в глобальную античную и средневековую традицию. И, кстати, есть одно неоспоримое физическое доказательство моей правоты. И какое же? Сама география распространения текста. Мы начали с того, что упомянули 3 сохранившиеся рукописи. Одна найдена в Фергане, другая в Египте, в Каире, третья — древнеуйгурский вариант. Этот текст читался, копировался и понимался в самых разных центрах цивилизации. Он резонировал с исламскими учеными в мамлюкском Египте так же сильно, как и с интеллектуалами на Шелковом пути в Центральной Азии.
А почему? Потому что он говорил на универсальном языке синтезированной философии, который был понятен всему образованному миру того времени. Если бы он был настолько инопланетным и оторванным от традиции, как вы утверждаете, его бы просто не поняли за пределами одного региона. То, что текст копировали в Каире и Фергане, говорит лишь о его колоссальной ценности, а не его вторичности. И интеллектуалы того времени читали его и переписывали не потому, что это был очередной скучный пересказ Аристотеля или Аль-Фараби. Они распознали в нем нечто грандиозное, новую, жизнеспособную альтернативу. Альтернативу чему? Представьте себе средневековый мир. Он погряз в феодальных войнах, бесконечной кровной мести, колоссальном социальном неравенстве. И вдруг появляется текст, который предлагает логически выверенную модель общества, где нет рабов, где правитель связан законом наравне с простым крестьянином и где отказ от насилия закреплен как политический принцип. Для интеллектуала XI или XIII века это был невероятный глоток свежего воздуха. Универсальность языка, на котором написан текст, никак не отменяет революционность его послания. Наш диалог определенно заставляет взглянуть на многие вещи под другим углом, и пришло время подвести итог нашей дискуссии. Моя позиция остается неизменной, хотя, признаюсь, ваши аргументы об институциональном запрете мести обогатили мое понимание механики этого текста. Рад это слышать. Тем не менее, я продолжаю видеть в мудрости, дарующей счастье, монументальный мост цивилизаций. Это произведение, величие которого заключается в невероятной способности соединить воедино эллинистическую рациональность, исламские концепции праведного правления и глубочайшую этику буддийского наследия. Автор не стал уничтожать прошлое, он взял лучшие мировые идеи и создал из них интеллектуальный фундамент для объединения тюркского мира. Для меня это непревзойденный триумф философской интеграции и преемственности человеческой мысли. А я, в свою очередь, резюмирую свою позицию так. Величие этого текста не в том, что он аккуратно объединил старые идеи, а в том, что он осмелился построить принципиально новые несущие конструкции. Его осознанный, четко аргументированный отказ от рабства, его доказательство того, что логика мести уничтожает саму суть государства, и его категорическое отвержение элитаризма через концепцию чистого листа делают его оригинальным чертежом будущего общества. Это не мост в прошлое, это опередившая свое время декларация равенства, основанная на идее, что единственная легитимная цель государства — служить счастью своих граждан через их просвещение. И при этом мы оба, безусловно, сходимся в одном. Уйгурский трактат 1069 года является невероятно сложной, многомерной политической философией. И что поражает меня больше всего, принципы, заложенные в нем почти 1000 лет назад, продолжают звучать пугающе современно. Механизмы правового государства, социальной ответственности и равенства перед законом находят прямой отклик в сегодняшнем дне. Как отмечают многие исследователи, для современного уйгурского движения этот текст остается не просто историческим памятником, а живым источником политического вдохновения и идентичности. Совершенно согласен. И наше сегодняшнее разногласие лишь подчеркивает масштаб этого произведения. Мы можем до бесконечности спорить о том, что именно делает его великим, его глубокая связь с глобальным наследием или его уникальная способность это наследие преодолеть. Но сам статус величия неоспорим. И это отличный урок для всех нас. Древние тексты — это не просто пыльные артефакты, лежащие под стеклом в музее. Точно. Это живые, пульсирующие теории, алгоритмы управления обществом, в которых скрыто еще очень много ответов. Иногда тексты тысячелетней давности могут объяснить нам природу современных политических конфликтов лучше, чем утренние новости. Замечательная мысль. И мы оставляем вам, нашим слушателям, право самим решить, как смотреть на это произведение. Возвращаясь к образу, с которого мы начали, когда вы мысленно стоите внутри этого древнего архитектурного шедевра XI века, что вы видите? Завораживающую мозаику из камней величайших империй прошлого, мастерски подогнанную друг к другу? Или вы видите принципиально новую геометрию пространства, своды которой бросают вызов самому времени и законам истории? Ответ зависит от того, куда вы направите свой взгляд. Спасибо, что были с нами. До встречи на следующем диспуте.